краем с его богатствами. А Тараусская область ассоциируется у всех с запасами нефти. Но нефть рано или поздно закончится. К счастью, у нас есть и другие полезные ископаемые. Вот сегодня мы их увидим. А что увидим, вам покажем. И, конечно, расскажем. Вперед! Дорога нас зовет. Индерский район в первую очередь был знаменит своими баратовыми рудниками. Вот таких вот рудников здесь 9. Вот только можно представить, сколько руды здесь добыли и вывезли. Это десятки, сотни, тысячи, наверное, машин, вагонов. Сейчас руда баратовая не добывается. Но Индер – это еще и вся таблица Менделеева. От золота, серебра до редких металлов других. То есть здесь, если развивать промышленность, можно будет, наверное, жить тысячи лет вот с этих богатств, которые, кстати говоря, сейчас никому не нужны. Индер – это не только несметные подземные сокровища, это не только исторические личности, люди, которые здесь жили. Индер – это еще и целебные источники, целебные грязи. А их история начинается вот отсюда. Говорят, когда-то здесь бил очень большой ключ, много воды было. И уже тогда люди приезжали и лечились здесь. Здесь раньше бурлил родник, и поэтому это место назвали Күркіреук. Изначально люди приходили именно сюда принимать грязевые соляные ванны. В последнее время родник пришел в вот такое состояние. Мы слышали от некоторых геологов, что когда начали копать карьеры, добывать бурат, и вследствие взрывных работ давление под землей уменьшилось, и родник перестал бурлить. С незапамятных времен до сих пор здесь на скалах сохранились надписи, которые датируются или 19 или даже 18 веком. Сейчас воды стало меньше, но люди по-прежнему сюда приезжают, кто знает это место, а в основном едут на озеро, где мы побываем и вам расскажем.
Нет, а я имею в виду вот на машине. Сегодня главное богатство Индера – это огромные запасы соли. 2 озера, миллиард тонн соли, 800 миллионов извлекаемых. Что еще интересно, эти запасы возобновляемые. По периметру этих огромных озер бьют ключи с соленой водой. Вода выходит на поверхность и образует новые запасы соли. А еще Индер – это минеральные грязи, богатые очень многими микроэлементами. Ученые из Пятигорска, которые исследовали индерские грязи, пришли к выводу, что они ни в чем не уступают грязям кавказских минеральных вод, а в чем-то их даже и превосходят. Лечить сюда суставы, кожные заболевания приезжает очень много народу. Едут даже из очень-очень дальних стран и континентов. Люди, которые лечились в Европе, на Мертвом море, не помогло. Но человек пытается излечиться и, узнав об индерских грязях, отправляется сюда. Раствор, соленый раствор, из раствора. В районе Индера спелеологами обнаружено 15 карстовых пещер, глубиной некоторые до 25 метров, а длиной до 300 метров. В них сохранился лед, которому, как говорят ученые, до миллиона лет. До появления холодильников местные жители вот в этой пещере, она ближе всех к поселку, набирали лед для разных нужд.
Бұл жерде Беріштің Қаламқас деген қызы жерленген, әулие болған А еще Индерская земля – это красивые предания, красивые легенды, история и истории. Одна из них о женщине Каламкас, которая жила в этих местах то ли в 18, то ли в 17 веке, может быть, раньше. Она была целительницей. В первую очередь к ней обращались те, у кого не было деток. И она помогала. Но что удивительно, рождались одни мальчики. И не просто мальчики, а мальчики-богатыри, батыры. Ее и назвали в народе мать Батыров. И сейчас люди приходят, чтобы попросить ее и ребеночек, чтобы появился в семье, и если одни девочки рождаются, чтобы мальчик был. И опять же, тоже люди утверждают, что рождаются богатыри, батыры. Вот такая красивая легенда, которая до сих пор не только просто живет в народе, но и говорят, что вот реально помогает. Приезжают не только местные жители, приезжают и из области, из соседних областей. И даже, вот как говорят местные жители, здесь были и китайцы, и японцев видели, может быть, еще кто-то был. Но главное, что вот эта красивая легенда, красивая история, она продолжается. То есть этот человек, который жил когда-то, он продолжает помогать людям. Один исторический рассказ. Знаменитый Еспол Айби из рода Каратокая, который был богат и имел более 10 тысяч лошадей, но не имел детей, сына. Поэтому он пришел в это место, прочитав молитву и сделав жертвоприношение, заночевал тут. Ночью во сне к нему явился Кадрата и дал благословение. Через некоторое время у него родился сын. Ребенок был необычный. Он пил собачье молоко. И чтобы он рос без особого внимания, его назвали Итемген. Итемген стал знаменитым батыром, и у него было 5 сыновей, 5 батыров. Один из его сыновей – Кульбарак Батыр, которого мы все знаем. Это вот такое священное место. Сюда все еще приходит много людей с молитвами, ночуют здесь. Бұрын су болды, біз келіп жүргенде болды бұрын. Анау? Ожалы. Ожалы. А еще в этих местах сохранился колодец. Ему 200, 300 лет, 400, никто не знает. И что удивительно, каждый год в этом месте начинают цвести какие-то необычные цветы. Их никто не сажает, но тем не менее они растут и цветут.
А еще Индирский район – это место захоронения великого казахского батыра и акына Махамбета Утемисова. В 1846 году султан Айшуаков отправил своих людей в место, где скрывался Махамбет. Они нашли его и обезглавили. Мятежному поэту было 42 года. Наша съемочная группа благодарит компанию Tengir-Chevroil за помощь в организации съемок в Индирском районе. Компанию, которая не только добывает нефть, но и реализует в регионе немало проектов, связанных с историей и культурой Атырауской области.